Добрый день, уважаемые коллеги! Вас приветствует Республиканский институт развития образования, старший методист Центра воспитания и социализации личности и поддержки молодежных инициатив, дополнительное образование Бадаева Лариса Владимировна. И тема нашего семинара, онлайн-семинара по теме организация деятельности дружин юных пожарных в образовательных организациях. Но прежде чем приступить к работе, я обращаюсь к вам, дорогие коллеги. Если у вас возникнут вопросы, предложения, пожелания, прошу писать их в чате, не стесняйтесь своих вопросов. Нам очень важно знать мнение, очень важна обратная связь. Давайте будем работать совместно, не только с нашей стороны вещания, но и с вашей стороны, наш адрес, чтобы поступали вопросы. Итак, начинаем наш семинар. Конечно же, я начну со статистики. Почему? Потому что статистика вещь упрямая, и она говорит сама за себя. Так вот, по данным ЮНЕСКО, за последнее столетие от наводнений и цунами погибли не менее 9,3 миллиона человек, от землетрясений 2 миллиона, от ураганов и тайфунов 1 миллион, от дорожно-транспортных происшествий 10 миллионов людей, а от пожаров 5 миллионов человек. Центр пожарной статистики Международной ассоциации пожарных и спасательных служб с 1995 года ежегодно обобщает статистику тех стран, где проживает около 40% населения планеты. Так вот, по числу пожаров в мире лидируют Соединенные Штаты Америки, а по числу погибших в списке возглавляют такие страны, как Индия, Пакистан и Россия, где число жертв составляет 10-20 тысяч человек в год. В настоящее время пожары становятся, можно сказать, бичом нашей страны. И такие вот сведения меня немножко даже шокировали, что каждые 5 минут в России происходит один пожар, каждые 4 часа в огне погибает человек, и еще 2 получают травмы. Ну и, конечно же, очень разочарована тем, что процент пожаров возникает от детской шалости с огнем. Он, как правило, стабильно высок, и часто их последствия очень трагичны. Всем нам известно, что у детей велика любовь к огню, порождаемая любопытством и подражанием, стремлением подражать нам, взрослым. Как предупредить несчастные случаи потерь детей на пожарах? В форме методов на самом деле профилактической работы в данном направлении очень-очень много. Но одной из наиболее эффективных является вовлечение школьников в дружины юных пожарных. И сегодня на нашем семинаре мы рассмотрим ряд вопросов. Это и нормативно-правовое сопровождение организаций деятельности дружин юных пожарных в общеобразовательных организациях. Поговорим о сотрудничестве дружин юных пожарных общеобразовательных организаций и Главного управления МЧС России по Республике Коми. И, конечно же, обратимся к опыту на местах. И с нами сегодня поделится средняя общеобразовательная школа поселка Чинья-Ворик Нижпогодского района и военно-патриотический клуб юных пожарных «Барс» город Ухта. В нашей встрече принимают участие следующие эксперты. Я вам представляю заместителя начальника отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми Светлана Вячеславовна Сидоркина. Сотрудник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Лилия Владимировна Попова. Добрый вечер, я тоже вас приветствую. И к нам сегодня присоединяется, как вы уже услышали выше из моего выступления, это поселок Чинья-Ворик, средняя общеобразовательная школа и, конечно же, военно-патриотический клуб юных пожарных «Барс» города Ухта. Итак, начнем наш семинар. В 2008 году на 11-м внеочередном съезде Всероссийского добровольно-пожарного общества, или еще кратко называют ВДПО, было принято решение о создании Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юный пожарный». Создание движения было обусловлено тем, что ВДПО, как крупнейшая в России общественная, социально ориентированная организация в области пожарной безопасности, приоритетным направлением своей уставной деятельности считает работу именно с детьми и подростками.
Структуру движения составляют дружины юных пожарных, и согласно 25 статьи Федерального закона номер 69 ФЗ о пожарной безопасности в образовательных организациях осуществляется обязательное обучение обучающихся мерам пожарной безопасности. В настоящее время на территории Российской Федерации действуют более 15 тысяч дружин юных пожарных, которые занимаются свыше 200 тысяч детей и подростков. И я передаю слово первому эксперту Сидоркину Светлане Вячеславовне, заместителю начальника отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Светлана Вячеславовна, добрый вечер еще раз. И прежде чем приступить к своему докладу, своему выступлению, хотелось бы узнать, сколько же на территории Республики Коми на сегодняшний день и существуют и действуют дружины юных пожарных? На сегодняшний день это количество 76. 76. Спасибо большое. Поэтому прошу вас выступление. Да, коллеги, мне важно рассмотреть сегодня вопрос нормативно-правового сопровождения организации деятельности дружины юных пожарных. Почему этот вопрос важен? Он кажется иногда сухим и неинтересным. Это перечисление федеральных законов, постановлений. Но тут важно замотивировать и наших юных пожарных будущих, да, так сказать, в составе дружин, и создать, и для создания этой базы необходимо знать нормативы все-таки. Пунктом 16 основ государственной политики Российской Федерации на период 2030 года, утвержденных указом президента, одним из приоритетных направлений определено обучение населения мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре. В соответствии со статьей 25 Федерального закона 69 ФЗ обязательное обучение обучающихся мерам пожарной безопасности осуществляется управлением в сфере, органами управления в сфере образования и пожарной охраны, могут создаваться добровольные дружины юных пожарных. В соответствии с вышеуказанным федеральным законом порядок создания деятельности добровольных пожарных дружин определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере общего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. Создание деятельности дружин в образовательной организации осуществляется в соответствии с следующими законодательными и регламентирующими документами. Естественно, это 69-й федеральный закон, о котором я уже говорила, в части регламента по обучению, отраслевой приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, утверждение порядка создания деятельности добровольных дружин от 3 сентября 2015 года номер 971. Приказы, положения и иные регламентирующие документы и рекомендации, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации, МЧС России, Всероссийским добровольным пожарным обществом. Закон Республики Коми номер 82 РЗ 2006 года о некоторых вопросах в области пожарной безопасности на территории Республики Коми. Постановление правительства Республики Коми от 3 сентября 2019 года номер 411 об организации обучения населения мерам пожарной безопасности и информированию населения о мерах пожарной безопасности в Республике Коми. Муниципальные правовые акты Республики Коми в области организации обучения населения мерам пожарной безопасности и информирования населения о мерах пожарной безопасности. Регламентирующие документы приняты в образовательной организации, а также на общем собрании членов дружин юных пожарных и другие документы, определяющие порядок создания и деятельности дружин юных пожарных. При создании и организации деятельности дружин юных пожарных в образовательной организации разрабатываются формализованные документы, которые согласовываются с заинтересованными организациями. К рекомендуемым формализованным документам относятся примерная программа курсовой урочной деятельности по подготовке членов дружин юных пожарных, положение дружины юных пожарных, план работы на текущий учебный год дружины, отчеты работы за текущий учебный год, протоколы заседаний и журнал учета членов дружины юных пожарных. Подводя итоги по данному вопросу, по нормативно-правовому регулированию, хотелось бы все-таки обратиться к тем, у кого еще не созданы данные организованные добровольные дружины юных пожарных. Надо с чего-то начать, поэтому мы рассмотрели этот вопрос сегодня, чтобы мы могли опираться на федеральные законы, постановления.
Всем спасибо. Светлана Вячеславовна, спасибо большое. Я сразу, чтобы не терять время, понимаю, что сегодня пятница, всем хочется быстрее домой, приступить к домашним делам, поэтому сразу передаю слово Лилии Владимировне Поповой, сотруднику Управления надзорной деятельности профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми. Но, опять же, у меня, прежде чем выслушать выступление Лилии Владимировны, несколько вопросов. Лилия Владимировна, прошу осветить нам ситуацию на сегодняшний день с пожарами на территории республики. Погибают ли у нас дети на пожарах? И кто, как правило, виноват? Взрослый или ребенок? Да, спасибо, Лариса Владимировна, за вопрос и предоставленное слово. Я хочу отметить, что по статистике в Республике Коми за последние 10 лет на пожарах мы потеряли 39 детей. Еще 80 детей получили травмы различной степени тяжести. Это, например, ожоги разной степени, там, переломы и так далее. То есть для такой вот небольшой республики, я считаю, да, считает вот Главное управление МЧС России по Республике Коми, что эта статистика, она действительно удручающая, она печальная. К счастью, и благодаря проводимой большой профилактической работе с начала года, в этом году, на сегодняшний день, случаев гибели детей на пожарах в республике не зарегистрировано, но, однако, травмировано 4 ребенка. Последний случай, это, возможно, все слышали, да, он такой был громогласный, это когда в Печоре отец оставил ребенка 2018 года рождения, 3-летнего, в автомобиле, и который загорелся. И если переходить к причинам гибели и травмирования детей при пожарах, то это взаимная ответственность и родителей, и получается, особенно когда ребенок в малолетнем возрасте, а когда ребенок уже проходит обучение в общеобразовательных организациях, то это и обучение детей мерам пожарной безопасности в образовательных организациях, да, и одной из таких форм обучения как раз является дружина юных пожарных. И я вот хочу отметить, что Главное управление МЧС России по Республике Коми... Можно следующий слайд? Главное управление МЧС России по Республике Коми является федеральным органом государственной власти, осуществляющим функцию по реализации государственной политики в области обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Коми. И одной из задач Главного управления является профилактика рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности. И как один из подвидов профилактики, это мы работаем с предупреждением гибели и травматизма детей на пожарах. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, как я уже отметила, к большому сожалению, в республике за последние 10 лет на пожарах мы потеряли 39 детей. Здесь на слайде показана диаграмма, синим цветом обозначено, сколько детей травмировано, и мы можем посмотреть вот динамику. И красным цветом отмечено, сколько детей погибло, и мы тоже можем определить некую динамику по годам. И как результат проводимой совместной работы Главного управления, Министерства образования, общеобразовательных организаций, в том числе и родителей, да, правового просвещения, мы все-таки видим, что к 2020 году, да, идет спад, а в 2021 году по состоянию вот на 17 декабря случаев гибели детей в республике не допущено. И я считаю, что это может говорить о какой-то совместно проведенной работе и каких-то хороших результатах. И как раз-таки еще раз это подтверждает, что обучение детей является все-таки пока главным и признанным способом защиты детей от пожаров. И как один из действенных механизмов это их участие в дружинах юных пожарных. Можно следующий слайд? Если обратиться к истории, то дружина юных пожарных в России насчитывает уже более 100 лет. И она начинается с даты, это 1910 год, это съезд членов Императорского российского пожарного общества в городе Рига, где поддержали делегаты съезда идею обучения детей пожарному делу и создания так называемых потешных отрядов. Тогда они так назывались. А дальше ДЮП активно развивались. В годы Великой Отечественной войны дети активно участвовали в тылу
даже в тушении каких-то небольших возгораний, да, и пожаров. Дальше, однако, в 90-х годах это все движение ушло на спад и немножко как будто бы позабылось. Можно следующий слайд? Спасибо. И на сегодняшний день мы считаем, что следует возрождать добрые традиции и положительный опыт вовлечения детей в такую важную сферу деятельности, как пожарная безопасность. Ведь сейчас, по сравнению с началом 20 века, граждан подстерегает намного больше опасных факторов, связанных с риском возникновения пожаров и возникновения разных чрезвычайных ситуаций. И обучать детей мерам пожарной безопасности сейчас, на сегодняшний день, это значит нам быть уверенными, что в случае пожара ребенок может принять верное решение и спасти жизни себе и другим. И что такое вот ДЮК простыми словами? Это добровольное противопожарное формирование детей в возрасте от 10 до 17 лет, которое создается на базе образовательной организации. То есть это объединение детей, которые более подробно и глубоко изучают вопросы пожарной безопасности. Следующий слайд. И помимо этого необходимо отметить и воспитательную функцию дружин юных пожарных. То есть дружина юных пожарных помогает обеспечить достижение обучающихся личностных результатов, предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом, а именно это формирование у обучающихся основ российской идентичности, готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, ценностные установки и социально значимые качества личности, активное участие в социально значимой деятельности. Следующий слайд. Я не ошибусь, если скажу, что в нашей республике до 2020 года не было достойного опыта сотрудничества с образовательными организациями именно в форме создания и организации деятельности дружин юных пожарных, то есть как формы организации досуга детей. То есть можно сказать, что до 2020 года дружин юных пожарных в республике не было. Они были точечные, они были несистемные, и работа с ними проводилась нерегулярно. И в связи с отсутствием нормативно какой-то организационной методической базы, получается, что деятельность не была должным образом организована. В большинстве же своем основной формой профилактической работы с детьми у главного управления на протяжении очень долгого времени и сейчас, скажем, да, оставалось проведение уроков безопасности, конкурсов детского творчества, экскурсии пожарные части и так далее. Например, в 2021 году проведено свыше 3000 таких мероприятий. Как правило, ДЮК пока до 2020 года не затрагивалась. Следующий слайд, пожалуйста. В 2021 году Главным управлением совместно с КРИРО были разработаны методические рекомендации организации деятельности дружин юных пожарных, где мы постарались наиболее подробно определить порядок организации деятельности ДЮК, ответственных субъектов, виды и формы деятельности, формы взаимодействия, предложили типовую программу курсов неурочной деятельности для подготовки членов ДЮК с тематическим планированием. В приложениях мы привели образцы формализованных документов по работе ДЮК, а также даны примеры элементов атрибутики ДЮК. И неоспоримым преимуществом методических рекомендаций мы считаем, что является их универсальность применения как в городских школах с большим количеством учащихся, так и в малочисленных сельских школах республики. И каждый педагог, который закреплен за конкретным ДЮК, он может выбирать из предложенных вариантов форм и видов работ именно те формы и виды, которые подходят именно данной образовательной организации с учетом ресурсов образовательной организации и возможностей. В сентябре 2021 года методические рекомендации нами были презентованы и направлены в образовательные организации. Следующий слайд, пожалуйста. И как результат, вот в сентябре мы презентуем методические рекомендации, и в октябре-ноябре было создано 53 ДЮК в 12 муниципальных образованиях республики. Наибольшее количество ДЮК создано на территории Малого Ухта, их 11. И хотелось бы еще с положительной стороны отметить работу муниципального района Печора, Кайгородский, Книжпогорский, которые в текущем году впервые начали создавать ДЮК в своих образовательных организациях. То есть как будто бы на первоначальных этапах, по итогам вот этих вот 2 месяцев, мы видим, что
какая-то работа начинает как бы двигаться и начинает осуществляться определенное взаимодействие в данной области. Следующий слайд. В перспективе мы хотим создать целую систему субъектов профилактики по деятельности ДЮБ. В методических рекомендациях нами предложена 4-уровневая организация деятельности ДЮБ. Первый уровень – это республиканский. Здесь он представлен Министерством образования, науки и молодежной политики, Главным управлением МЧС России по Республике Коми и Управлением противопожарной службы и гражданской защиты и ВДПО. Указанные лица несут ответственность за координацию деятельности и методическое обеспечение ДЮБ. Второй уровень, он муниципальный, он уже представлен управлениями образования, отделениями надзорной деятельности и профилактической работы, пожарно-спасательными частями МЧС России, пожарно-спасательными частями противопожарной службы Республики Коми и отделениями ВДПО. На указанных лиц уже возложено сотрудничество и кураторство образовательных организаций в вопросах организации деятельности ДЮБ. То есть это те люди, вот этот вот, да, второй уровень, непосредственно с которыми работает образовательная организация по проведению каких-то совместных мероприятий, по какому-то методическому обеспечению, там, да, по оказанию содействия. То есть это ваши самые ближайшие друзья в организации деятельности дружин юных пожарных. Третий уровень, он локальный, он как раз-таки представлен образовательными организациями, на которые и возложены полномочия по непосредственной организации функционирования ДЮБ. И четвертый уровень – это непосредственно сама дружина юных пожарных. Следующий слайд. Еще хотела бы отметить, что в методических рекомендациях нами предусмотрены разнообразные формы деятельности ДЮБ. Это организационно-управленческая деятельность. Сюда, например, относится ведение документации, создание уголка. Второе направление деятельности – это инструкторская методическая деятельность, это различная подготовка различных информационных материалов. Третье – это деятельность по профилактике пожаров в образовательных организациях, иных учреждениях в населенном пункте. То есть это участие в проведении, например, подворовых и поквартирных обходов, распространение наглядной агитации. Следующий вид деятельности – это информационно-коммуникативная коммуникационная деятельность. Это, например, подготовка публикационных материалов в средствах массовой информации местных, да, местную газету, или же создание своего интернет-сайта, какой-то интернет-страницы и публикация материалов в данном ресурсе. Следующее – это творческая деятельность, это проведение различных творческих конкурсов, спортивно-соревновательная деятельность, проектная, научная исследовательская, поисковая деятельность. Это, скажем, участие в различных экскурсиях, пожарные части, да, пожарно-спасательные подразделения, проведение уроков безопасности самими членами ДЮБ, скажем, более младшим школьникам данной образовательной организации. Однако я еще раз напоминаю, что это рекомендуемые формы. Мы прописали то в методических рекомендациях, что имеет место быть. В любом случае вы, как образовательная организация, сами решаете и принимаете выбор, делаете выбор, принимаете решение, какие формы вам удобнее и эффективнее использовать при работе с детьми. Следующий слайд можно? И я хотела бы в конце своего выступления уже отметить, что все-таки в наших силах при тесном сотрудничестве образовательных организаций и пожарной охраны организовать для подрастающего поколения Республики Коми полезный досуг, направленный на формирование, во-первых, культуры безопасного поведения, во-вторых, на профориентационную работу и, в-третьих, на патриотическое воспитание. Поэтому мы рекомендуем вам развивать у себя в образовательных организациях дружины юных пожарных, следовать примеру тех образовательных организаций, которые уже создали дружину юных пожарных на своей базе. И, соответственно, по всем проблемным вопросам можете обращаться в отделение надзорной деятельности и профилактической работы. Они у нас в 20 муниципальных районах и городских округах созданы. Или же напрямую в Главное управление МЧС России по Республике Коми по указанному номеру телефона. Это мой номер телефона. В любом случае я постараюсь решить какие-то проблемные вопросы уже на уровне Главного управления ради
деятельности, ради общей нашей деятельности. Спасибо вам большое. Лилия Владимировна, спасибо большое за ваше выступление. Действительно, из выступления нам стало очевидно, что вопрос защиты детей от пожаров в Республике Коми остается актуальным и на сегодняшний день, да. И одним из действенных механизмов обучения детей выступает как раз организация деятельности дружин юных пожарных, образовательных организаций. И вот, как уже было сказано в выступлении Лилии Владимировны, о том, что в сентябре, да, действительно, на базе, опять же, нашего института состоялся вебинар на тему формирования у детей и подростков культуры пожарной безопасности. И вот в рамках этого вебинара была представлена как раз презентация методических рекомендаций по организации деятельности дружин юных пожарных. И вот в одной из сельских школ нашей республики после данного вебинара администрация и педагоги приняли решение, а почему бы и нам не создать, не организовать данную дружину юных пожарных. И с нами сегодня поделится опытом, пусть он небольшой, пусть он находится еще в зародыше, но он уже есть, представитель, а именно учитель индивидуального обучения Кабулова Наргиза Чингисхановна, средняя общеобразовательная школа поселка Чиньяворик. Наргиза Чингисхановна, добрый вечер, вы подключаетесь к нам? Получается ли подключиться? По-моему, не получается, да? Ага, нет, не получается. Угу. Приветствую вас, приветствую всех участников семинара. Поближе можно услышать? Так, значит, немножечко внимания, да, в связи с тем, что Нижпогосский район к нам не может подключиться, но Наргиза Чингисхановна подключилась к нам на сотовую связь, поэтому мы слушаем выступление в режиме телефонной связи. Пожалуйста. Так, я хочу сначала всех поприветствовать, всех участников семинара, и начать свое выступление и поделиться небольшим опытом по организации дружины юных пожарных на базе нашей средней общеобразовательной школы поселка Чиньяворик. 22 сентября этого года я принимала участие в вебинаре формирования детей и подростков культуры пожарной безопасности. И актуальность этой темы заслужила созданием открытия на базе нашей школы дружины юных пожарных. А почему бы и нет? Сказали мы дружно. Почему бы нет, не создать на базе нашей школы дружину юных пожарных. Приведенные данные свидетельствуют о том, именно статистические данные, которые озвучила Лариса Владимировна, наши коллеги, конечно, они очень нас настораживают и говорят о том, что необходимо вести, конечно, пропаганду не только среди старшего населения, но именно среди детей и подростков, потому что это Так, я ее открою. Извините, пожалуйста, за технические такие вот моменты. Итак, значит, в ноябре... Слышно меня сейчас, да, все слышим. В ноябре этого года, 26 ноября, на базе нашей школы была создана дружина юных пожарных. Отряд под названием «Огнеборцы». Она была создана в целях проведения среди детей и подростков разъяснительной, агитационно-массовой и воспитательной работы, направленной на предотвращение пожаров, возникающих в результате детской шалости с огнем, оказание помощи работникам противопожарной службы, проведение профилактической работы.
Деятельность дружины – это творческая деятельность, связанная с пропагандой необходимых детям знаний в разной форме. Словесной, в форме демонстрации полученных знаний и усвоенных приемов тушения пожара. Деятельность юных пожарных имеет большую практическую значимость. Это полезная совместная работа для коллектива школы под девизом «Позаботимся о том, чтобы огонь не стал врагом». Осознание важности порученного поднимает ребят в своих глазах, способствует росту самооценки. Растет также и творческая активность учащихся членов ТЮП. В школьной дружине юных пожарных 9 человек в возрасте 13 лет. В школе разработана программа и план мероприятий дружины юных пожарных. Когда мы будем смотреть с вами слайды, то я обязательно покажу вам нашего уникального ребенка, он особенный ребенок. Вот, и он тоже присоединился и изъявил желание быть членом отряда огнеборцы. Этот ребенок у нас особенный, ребенок с ограниченной возможностью здоровья. Вот вы будете кадр, когда будет ротация кадров, я обязательно сделаю акцент и покажу вам этого ребенка. Движемся дальше. Итак, мы установили тесное сотрудничество с местной пожарной частью КП-38 при УФСИН. Так, у нас слайд 3. Задачи, которые стоят перед дружиной юных пожарных. Это формирование навыков безопасного поведения, ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной жизни, изучение методов и приемов защиты от опасностей, изучение основ медицинских знаний, обучение практическим навыкам оказания само- и взаимопомощи в экстремальных ситуациях, изучение основ здорового образа жизни, обеспечивающие полноценное безопасное существование, расширение кругозора, развитие воображения детей, стимулирование развития самостоятельности и ответственности у детей. Деятельность ЮП ведется по 3 направлениям. Работа дружины строится на основе метода проектов с учетом склонностей ребят. Выделилась группа малой прессы, отвечающая за выпуск стенгазет, молний, боевых листовок и участвующая в конкурсе рисунков и плакатов на соревнованиях. Другая творческая группа отвечает за разработку сценариев мероприятий, конкурсов, стихов, инсценировки старосказок на новый лад по теме пожарной безопасности. Есть также и лекторы, читающие небольшие лекции в классах о том, как быть бдительным и что делать в момент опасности. Как я уже говорила, наша дружина юных пожарных, отряд огнеборцев при нашей школе образовался 26 ноября 2021 года. Цель нашей организации – формирование знаний, навыков, умений, приемов тушения пожара. Структура ДЮПа – 9 человек, и командир отряда нашего в составе 9 человек. Вот ребенок у нас еще 10-й присоединился. Девиз, вы видите его, да, девиз. В течение учебного года мы запланировали беседы, да, что входит в план и в программу мероприятий. Это игры, викторины, творческие конкурсы, познавательные мероприятия с учащимися. Знакомство с профессией, ну вот у нас будут занятия дальше идти, мы увидим на практике, вот непосредственно это полное погружение в профессию, да, знакомство с профессией, что же это такое профессия пожарной. Большое внимание у нас уделяется, конечно, практическим занятиям. Почему? Потому что на базе нашей школы есть еще и кадетское объединение, кадетский союз, где кадеты тоже проходят направление пожарная безопасность, да, и проводятся практические занятия. Мы можем вот сейчас видеть фотографии. Вам видно, да, коллеги? Да, все видно. Видим, да, фотографии, да. Можно видеть вот наши, пожалуйста, и кадеты, и также они же наши огнеборцы. Они вот на время одевают костюм, одевают и раздевают этот костюм на время. Дальше мы видим, тут у них страховочные пояса, страховочные ремни. Здесь мы видим, дети, они одевают, опять же, костюмы, и девочки, и мальчики тоже. Дальше мы видим занятия, вот 14-й слайд. Вот обратите, пожалуйста, внимание, 14-й слайд, мы видим на фотографии, есть 2, значит, получается, сотрудника, это Трошин Владимир Станиславович, и вот этот мальчик особенный наш, который, вот, вам видно, наверное, или не видно? Да, все видно, мы все видим. Видите, да, вот улыбается ребенок, вот он тоже одного возраста, вот наши дюповцы, они все семиклассники, и Денису тоже здесь тоже 13-летний ребенок, и вот он изъявил желание, вот он был на практических занятиях и сказал, я тоже буду ходить, я тоже буду огнеборцем. Вот мы его нарядили в костюм, он был в этом костюме, в костюме пожарного.
Дальше также у нас идет агитационная работа. Мы привлекаем учащихся, ребята выходят в поселок, ведут работу с населением, наши дюповцы. Есть и информационные стенды. Также у нас идет работа, значит, как я уже повторюсь, мы вплотную, даже сказать можно, вплотную работаем сейчас с колонией КП-38, с уфтиновцами. Значит, при Уфтин есть пожарная часть, и возглавляет эту пожарную часть Брулев Сергей Сергеевич, вот, и его коллега Трошин Владимир Станиславович. Мы даже вообще вышли с таким предложением в Уфтин, чтобы они были нашими подшефными, вот, и проводили всевозможные мероприятия именно по противопожарной безопасности. И вот на днях было у нас мероприятие, посвященное занятие противопожарной безопасности и ознакомление с пожарным оборудованием. У детей глаза горели, это просто невозможно было на детей смотреть. Дети и изучали противопожарное оборудование, и одевали эти костюмы, и использовали огнетушители. То есть, когда Владимир Станиславович, сотрудник пожарной службы, противопожарной службы, использовал огнетушитель, он устранял, значит, он пытался потушить огонь. Вот этот слайд, это слайд 19. Слайд 19, там пытаются потушить огнетушителем огонь, и дети это видят. И потом мы перешли, значит, к следующему занятию, к следующему элементу, да, занятий, то мы обратили внимание, что огонь не погас. И вот на этом моменте Владимир Станиславович сделал акцент и сказал: ребята, обратите внимание, что даже огнетушителем сразу огонь не погас. Вы должны быть бдительны, то есть бдительность должна быть на первом месте. Смотрите, мы неоднократно тушили огнетушителем огонь, он не сразу у нас смог потушиться. Потом ребята смотрели работу самих спасателей, самих пожарных. Затем у нас были занятия уже в классах, когда мы пошли уже в здание, и у нас были занятия, где Сергей Сергеевич Брулев говорил о работе самих пожарных, о безопасности, противопожарной безопасности в быту. Было занятие, которое было посвящено у нас предстоящим новогодним праздникам, о безопасности новогодних и рождественских елок. Поэтому работа, конечно, масштабная. На самом деле мы просто влюбились. Вот скажу вам откровенно, я являюсь руководителем, да, я почему-то так скромненько о себе, больше о детях и больше вот о самих сотрудниках, которые проводили занятия. У меня у самой глаза загорелись. Настолько это все интересно. Если у меня, у взрослого человека загорелись глаза, то я хочу вам сказать, вот желали просто вот настолько овладело желание работать и заниматься этой деятельностью, заниматься вот именно пропагандой, противопожарной пропагандой, вести агитацию, чтобы у нас население было здоровое, все живы были здоровы, и дети были у нас оснащены и обогащены знаниями, навыками и умениями оказать первую помощь, да, потушить огонь. Но я представляю, насколько желание возросло у детей. Впереди у нас столько мероприятий запланировано, мы так возгорелись, что просто, наверное, даже это безграничное желание заниматься именно в этом направлении. Хотя наш отряд называется огнеборцы, но огонь, который вот сейчас загорелся в сердцах наших детей, и вообще вот у моих коллег в школе, и у сотрудников, которые занимаются непосредственно этим святым делом, вот этот огонь не погасить никогда. Вот я бы вот так вот хотела завершить свое выступление, уважаемые коллеги. Опыт небольшой. Спасибо вам большое. Мы в любом случае вышли из положения, хоть не получилось вас увидеть, ваши горящие глаза, но вы так рассказали ярко, понятно и с таким воодушевлением. Я думаю, что после вашего выступления многие созвонятся с вами, чтобы вы поделились своим опытом и наверняка, может быть, что-то свое предложили, тоже еще какие-то интересные формы работы. Огромное вам спасибо. Дорогая Лариса Владимировна, еще раз повторюсь, от избытка чувств говорят уста. Хочется многое, конечно, сказать, и понимаю, что время ограничено, и мне еще коллега будет выступать. Я знаю, что будет выступать представители Софтоспаса. Очень бы хотелось, чтобы вот мы, как только начинающие, конечно, очень хочется поддержки. Очень хочется вот именно сотрудничать, конечно, чтобы мы росли и обогащались знаниями, и обменивались опытом. Вот правда, просто всем рекомендую, просто желаю, чтобы у каждого, на базе каждой образовательной организации, дошкольных учреждений были вот именно вот такие вот дружины юных пожарных. Просто рекомендую и призываю к этому. Спасибо большое. Спасибо, будем стараться. Будем стараться Лилия общими Владимировна силами. подхватывает, да, что... Общими силами у нас получится действительно что-то очень хорошее и доброе. Спасибо большое. Спасибо большое за выступление. Да, мы
переходим к следующему эксперту. В молодежном отделе военно-патриотического клуба муниципального объединения городского округа Ухта создана и успешно работает дружина юных пожарных «Барс». Ребята, занимающиеся в клубе, не только изучают правила пожарной безопасности, осваивают пожарное дело, но и активно помогают сотрудникам МЧС в проведении противопожарной пропаганды. Я очень хочу, чтобы к нам подключился Гермогенов Василий Валерьевич, директор ОНО «Центр помощи детям Ухта Спас», который все нам и расскажет сам о работе своей дружины. Пожалуйста, выйдите, пожалуйста, на связь. Вторая школа, город Ухта. Сейчас, секунду. Ага, все. Василий Валерьевич, мы вас видим, слышим. Очень рады, что вы к нам подключились. И, пожалуйста, поделитесь с нами о своем опыте работы на территории города Ухта. Слышно, да, меня? Очень слышно и видно хорошо. Это хорошо. Итак, я представляю военно-патриотический клуб юных пожарных «Барс», да, который у нас работает на территории города Ухты. Дети у нас с 8 до 18 лет занимаются. Это пожарно-тактические занятия, то есть практика, теория. Это у нас профилактические мероприятия, а также участие в пожарно-прикладном виде спорта. Может, немножко сначала попробуем, Лариса Владимировна, презентацию пропустить? Алло. Алло, вы слышите? Да, да, я говорю, может, презентацию попробуем, видео мою запустить? Хорошо. Запускайте видео и все.
Владимировна, а можно тогда презентацию будет запустить в группе ВКонтакте? Василий Валерьевич, что вы сказали? Видеопрезентацию запустить в группе ВКонтакте. А вы сами никогда не будете? У меня так 10 минут с собой. А вы ссылку в чат сбросьте, пожалуйста. Так, Василий Валерьевич, мы вас слушаем внимательно. Я вот сейчас пытаюсь ссылочку, чтобы скинуть. А от вас никак не зайти? Нет, к сожалению, нет. Давайте расскажите о своей работе своей дружины нам в нескольких словах. Когда вы образовались? Мне сказали, что вы на протяжении 3 лет уже существуете. 6. 6 лет. Что побудило вас организовать эту дружину? В свое время пришел приказ с таким понятием, как надо. Создать дружину юных пожарных. Я ее и создал. В основном это занятия с детьми по всем видам пожарной безопасности, которые могут нас ожидать как дома, так и на улице. Это пропаганда противопожарного дела, это изучение правил пожарной безопасности, да? А также тактико-технические характеристики и практические занятия по применению первичных средств пожаротушения, автоцистерн, колонок, то есть там, где используется вода, да, то есть под давлением, соответственно, построение всей этой цепочки, участие в пожарно-прикладном виде спорта. Меня слышно еще? Да, конечно, мы слушаем внимательно вас. Вот. То есть, скажем так, у нас 50% это теоретические занятия, да, по изучению нормативов, актов, правил, и 50% это практическое применение, то есть уже отработка непосредственно действий. Дети у нас охотно занимаются, а больше всего, конечно, им нравится, это практические применения занятий. Это когда идет отработка с первичными средствами пожаротушения или же с какой-то, это связано с техникой. Также они активно участвовали у нас до коронавируса в пожарно-прикладном виде спорта. То есть мы и на республику выезжали, и здесь соревновались среди подразделений пожароспасательной части. В общем, если кому-то, как говорится, из участников более подробную информацию нужно, я на связи, соответственно, и методическим материалом я также помогу. И единственное, вот у всех ДЮПов будет вопрос, это создание материально-технической базы. Это, то есть нужно искать спонсоров или привлекать еще откуда-то денежные средства для того, чтобы покупать данное оборудование, где дети могли бы заниматься. Но что-то можно, да, попросить в пожарных частях, ребята дадут. Василий Валерьевич, спасибо большое. В любом случае, Лилия Владимировна сказала о том, что МЧС Республика Коми всегда на связи. Да, и постарается решить вопросы, которые будут у вас возникать.
Камеру наведи, пожалуйста. Ну, вот. Василий Валерьевич, я Да. вот хотела бы еще уточнить. Подскажите, пожалуйста, как часто у вас проходят вот занятия с детьми? Возможно, руководителей, да, и преподавателей образовательных организаций интересует, как часто вот проводить данные занятия. Вот у вас на практике за 6 лет как часто проводятся занятия? С детьми, которые у меня занимаются, или которые в школах Которые обучаются? у вас занимаются в ДЮПе БАРС? В среднем это 2-3 занятия в неделю, не более. 2-3 занятия в неделю. У вас Вот, достаточно ну, активная. Да, зимой достаточно, в принципе, 2 занятий. Ближе уже к весне, когда теплеет, когда больше практических начинается, тогда, да, уже 3, ну и там уже в зависимости от ситуации можно увеличивать. Угу. Василий Валерьевич, еще вот такой вопрос. Подскажите, вот за 6 лет существования вот этой вот общественной организации, а есть ли дети, которые дальше пошли обучаться, скажем, в вузы МЧС России или пошли служить там в пожарную охрану, там пожарным и так далее? Есть ли такие примеры детей? Да, у меня 2 выпускника. Один поступил в Московский техникум МЧС, и его как раз вот в этом году закончил. Угу. Вот, имени Максимчука, если быть правильным. А второй? А второй у меня сейчас на 2-й курс идет, это Ивановский институт МЧС России. Ага. Почему я вот у вас вот уточнила и, в принципе, убедилась вот на практике, что все-таки ДЮП играет еще и большую профориентационную роль. И скажу, что МЧС России по КОМИ очень нуждается в кадрах, очень нуждается в квалифицированных кадрах. И каждый год от управления дают квоты на поступление детей, да, 11-классников, выпускников в вузы МЧС России. И я хочу обратиться тоже к образовательным организациям. Пожалуйста, доводите данную информацию до выпускников, да, до старших учащихся 11 классов. Пусть они связываются с начальниками пожарных частей, именно пожарных частей МЧС России, и узнают по поводу направления, потому что действительно нам нужны кадры, нам нужны свои кадры, ребята со своей республики, поэтому мы в этом очень заинтересованы. Лилия Владимировна, по-моему, у вас уже даже сейчас начинается уже, можно подходить и писать заявление о поступлении, да, правильно? у нас это начинается как раз к зиме, вот активно это январь-февраль, потому что там еще необходимо проходить медкомиссию, там надо проходить психологическое тестирование, ну, насколько вот я знаю, да, и там оформлять определенные кадровые документы, а процедура поступления уже вот как ЕГЭ сдают дети, выпускники, это вот конец июня, июль. То есть у нас компания такая, приемочная, скажем, да, уже отбор именно на уровне Республики Коми начинается уже зимой, поэтому заинтересованные лица, да, конечно, пусть уже обращаются, пусть уже выходят на нас, можно даже уточнять, скажем, через меня какую-то информацию, там на слайде был, как бы мой рабочий номер телефона, поэтому, пожалуйста, приходите, нам нужны кадры, хорошие кадры. Василий Валерьевич, спасибо большое за ваше выступление. В любом случае, Пожалуйста, извините, что с накладкой у нас так получилось. Ничего страшного, это рабочие моменты. Самое главное, что мы доносим информацию, и тот, кто слышит, нас услышит в любом случае. Все презентации будут прикреплены к нашему семинару, поэтому огромное вам спасибо за то, что вы смогли подключиться. И хочу сказать, что, послушав выступление всех экспертов, я благодарна каждому из присутствующих сегодня в студии и за экраном, прихожу к выводу, что цели дружины юных пожарных все же благородны, так как они способствуют формированию прежде всего профессиональных пожарно-технических навыков, гражданского мужества, благородства, находчивости, коллективизма, творчества, а также физической закалки, что дает возможность овладеть основами пожарного дела. Ну и я перехожу к нашей рубрике, она называется «Методическая копилка». Пожалуйста, покажите наши слайды. Уважаемые коллеги, вот эти слайды будут прикреплены, как я уже сказала, к нашему семинару, и вы можете обратиться, войти на эти ссылки, изучить данные издания, которые вам помогут в дальнейшем организовать интересные мероприятия с вашими детьми. Следующую ссылку, пожалуйста. Так,
Что-то не загружается. Мгм. Так, организация деятельности дружин юных пожарных тоже, это методические разработки у нас получается, разработаны МЧС России в 2017 году. И последнее, что уже было отражено у Лилии Владимировны выступление, это методические рекомендации организации деятельности дружин юных пожарных, которые составлены совместно МЧС Республики Коми и Коми Республиканского института развития образования. Они разработаны с целью оказания методической помощи руководителям образовательных организаций, методистам, преподавателям, организаторам ОБЖ, планирования, организации учебно-воспитательного процесса при подготовке членов дружины юных пожарных по формированию культуры безопасности детей и пропаганде пожарной безопасности. Значит, ссылки тоже отражены. Подключайтесь, скачивайте и используйте ее в своей деятельности. Ну вот, наш семинар подошел к концу, к завершению. Я еще раз хочу поблагодарить за выступление наших экспертов, вас, уважаемые коллеги, за участие в нашем семинаре. К сожалению, я не вижу вопросов от вас на данный момент. Прошу вас в дальнейших наших семинарах быть более активными. В любом случае, у вас есть вопросы, говорю, не стесняйтесь их задавать. А вас хочу предупредить о том, что 20 декабря, это уже будет в понедельник, в 16:00, мы подключаемся к семинару, который называется «Правовое воспитание как направление учебно-воспитательного процесса». В нашем семинаре примут эксперты, такие как Артемий Сергеевич Славович, заместитель председателя Государственного совета Республики Коми, Киселева Галина Викторовна, член президиума Национальной родительской ассоциации, член Семейного совета Республики Коми, председатель Общественного совета МВД по Республике Коми. Поэтому всем огромное спасибо и до новых встреч 20 декабря в 16:00. Берегите себя и своих близких. Процветания всем, кто организовывает такое важное, нужное и благородное дело. Еще раз спасибо всем и до свидания. До свидания. Всего доброго. До свидания.